Это ответ с Министерства культуры. Саиме Муратовой 84 года. Когда началась война, ей было всего 4. Отец и все взрослые братья ушли на фронт. Мама с малышами остались в селе. Все тяготы и трудности легли на плечи женщин, говорит Саимапа. Поставить памятник матерям и труженикам тыла в Черемшане – ее идея. Не только что мое это мнение, потому что это все желают. Все, потому что еще детей войны много еще у нас. Я сама это дети войны. Я все пережила войны, и при этом самые тяжелые послевоенные годы. Даже мы учиться не смогли. Саима Муратова с 2015 года неоднократно обращалась в разные инстанции с просьбой установить памятник. Ответы от Минкульта получала и в 2019 и в 2020 годах. Ее просьбу перенаправляли главе района. За это время она сама убедила спонсоров и нашла деньги. Но проект так и завис в воздухе. В годы войны тоже экспозиции. Поддержали идею Саимы Муратовой в мемориальном центре Черемшана. Здесь увековечены имена 8,5 тысяч земляков, которые не вернулись с фронта. Всего из района ушли на войну 20 тысяч черемшанцев, 100 из них женщины. Домой не вернулась и Роза Гафурова, сельский врач. Она возглавляет бронепоезд, и когда начинается вывоз раненых с поля битвы, с поля боя, она сама тоже активно участвует, оставив здесь свою семью. Сегодня в районе 49 памятников, но почему так долго тянут с установкой монумента матерям и труженикам тыла? Тем более, если есть средства. Мы обратились в районный исполком. Как нам сообщили, вопрос на контроле главы уже несколько лет. В 2018 году сделали эскиз памятника и составили проектную смету. Но из-за пандемии работа со спонсорами приостановилась. В районном бюджете средства на возведение памятников не предусмотрены. Без помощи спонсоров эту программу выполнять невозможно, поэтому сумма первоначальная была около 5 миллионов. На сегодняшний день мы будем пересчитывать сметную документацию, определим стоимость и будем работать с спонсорами. Под памятник уже есть место. Это сквер рядом с домом престарелых. Над эскизом работал местный художник Файзулхак Вильданов со своим братом-архитектором. Сразу встает перед нами лицо своей мамы, которая прошла через все тяготы, работая с 12-13 лет, прожив долгую жизнь, воспитав детей, внуков. И сделать не просто какой-то оскорбящей матери, а именно мамы, которая с надеждой на будущее, с радостью, как-то обобщить это все. Подобные мемориалы есть в ряде районов республики. Так, в 2000-м установили памятник матери в Апастово, в 2014 году в Дрожжановском районе, чуть позже в Алькеевском. В Нижнекамске и Мамадыше есть памятники труженикам тыла и детям войны. В Казани монумент матери. Филюза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Черемшанский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.